Миланович Афанасьев, министр экологии, природопользования, лесного хозяйства Республики Саха-Якутия. Сахамин Миланович, ну, прежде чем вы начнете, можете пару фраз сказать, вы вообще действительно ли находитесь на свежем воздухе, прям вот непосредственно на Ленских столбах? Уважаемый Николай Петрович, участники круглого стола, добрый день. Да, мы действительно находимся на территории национального парка Ленские столбы, который создан в рамках национального проекта «Экология». Жизнь развивается, пришли новые технологии, идет цифровая трансформация, и уже в условиях вот отдаленного национального парка мы имеем возможность выходить онлайн. Это говорит о развитии парка, Николай Петрович. Вы здесь были в прошлом году. За прошлым тоже. Да, но очень здорово. Это как раз демонстрирует то, что, в общем-то, регион очень серьезно подходит, и национальный парк подходит к развитию внутреннего туризма. Я, честно говоря, вот когда общаюсь с кем-либо, всегда на эту тему, всегда вспоминаю Ленские столбы с величайшим восторгом и буду дальше всем рекомендовать. Теперь я буду говорить, что там даже есть интернет. Пожалуйста, Сахамин Миланович, вам слово. Николай Петрович, уважаемые участники круглого стола, ну я остановлюсь на проблематике, да, по первой секции, чтобы не занимать время. В прошлом году на секциях национального форума говорили об изменении методики распределения субвенций в области лесных отношений. Ну, проблема как оставалась, так и остается на месте. Она практически не решена. Ну, даже не переходя на методику, да, вот на текущий день мы имеем задолженность, то есть Рослесхоз имеет задолженность перед нами порядка 150 миллионов на тушение лесных пожаров. Прошло половина пожароопасного сезона, коллеги. Май-июнь, половина июля месяца, 150 миллионов на тушение лесных пожаров. Распоряжение правительства до сих пор не вышло, и мы тушим лесные пожары в долг. Это нонсенс. Это же плановое финансирование должно быть, но до сих пор средства не получили, в долг тушим, охраняемая зона тушится, да? А что касается существа вопроса по методике распределения субвенций. Ну, вы знаете, 23 миллиона га лесного фонда Республики Саха-Якутия финансируется из расчета 6 рублей 90 копеек на 1 гектар эксплуатационных и защитных лесов. Ну, коллеги, это самый низкий показатель в Дальнем Востоке. Наши коллеги получают до 90 рублей за 1 га эксплуатационных защитных лесов. Поэтому в связи с чем предлагаем в целях эффективного и рационального осуществления переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, а также сокращение вот основной проблемы диспропорции финансирования. Она до сих пор существует в отношении многолесных и особо горимых субъектов Российской Федерации, внести изменения в методику распределения субвенций и разработать новый порядок определения затрат на 1 гектар эксплуатационных и защитных лесов с учетом объективных условий, влияющих на стоимость работ в субъектах Российской Федерации. Данная проблема до сих пор не решена, и она очень негативно отражается на работе лесопожарных формирований, на работе субъектов Российской Федерации. Этот важнейший вопрос надо срочно решить. С телевидения Республика Саха-Якутия, Красноярский край не сходят, да, показывают в негативном плане, что как бы республика горит, леса горят. На самом деле наши ребята, тысячи ребят сейчас находятся в тайге и тушат лесные пожары, охраняемую зону. В отсутствии финансирования и отсутствии методики. Но это продолжается не первый год, это продолжается в течение уже, вот я работаю 6-й год, в течение 6 лет. Поэтому, Николай Петрович, вот пользуясь случаем, здесь находится уважаемый Владимир Викторович, коллеги с Рослесхоза, хотелось бы все-таки понимания и поддержки в этом отношении. Нам здесь работать, нам здесь жить. Ответственность полностью наша. Я в прокуратуру хожу каждый день, даю объяснения. На прошлой неделе прокуратура тоже внесла представление, и
когда они услышали, что мы не получили финансирование, имеем задолженность в размере 150 миллионов, они были в шоке. Они спрашивают, а как вы работаете, как вы тушите лесные пожары без финансирования? А мы говорим, мы так и тушим, без финансирования. Все десантники, все лесопожарные, наземная служба, воздушная служба находятся в тайге, работают, в долг работают. Ну, это недопустимо, поэтому хотелось бы здесь получить поддержку. Ну и второй момент по обеспечению лесопожарной техникой. Благодаря национальному проекту «Экология» мы получаем очень серьезную поддержку, да, ежегодно по 80 миллионов покупаем технику. Техника уже работает на пожарах, но до сих пор не решен вопрос содержания этой техники. То есть эта техника, которая прибыла в регион, она должна стоять на базах. То есть нет средств на страховку, на постановку на учет, на найм работников, на эксплуатационные расходы и так далее. Поэтому попросили бы наших коллег с Рослесхоза и с МПР нам в субвенции добавить средства на содержание той техники, которую мы получили. Ну и особо горимым субъектам Дальнего Востока, имеющие крупные площади, да, лесов, все-таки финансирование увеличить порядка до 200 миллионов рублей в год. А сейчас мы получаем порядка 80 миллионов. Ну, это тоже большая помощь. Ну, я выступление закончил, Николай Петрович. Попрошу коллег с Рослесхоза не обижаться, но я констатирую те факты, которые есть. Спасибо. Ну, спасибо вам большое. Я тоже... Спасибо вам огромное. Это очень важно, то, что вы